Меня зовут Зайкова Надежда Михайловна. Я ректор Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, институт имени Василия Афанасьевича Босикова. Я заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник Государственной службы Республики Саха-Якутия. Родилась я в 1960 году. Очень многие мои коллеги считают меня очень взрослой, потому что когда я пришла в методический центр, все, кто приходили туда работать, они уже были людьми, которые прошли районный уровень. Они все работали в сельской местности, заслужили, и поэтому поступали в единый научный методический центр уже зрелыми специалистами. А у меня случай был другой. Я после учебного заведения, проходя свою преддипломную практику в едином научно-методическом центре, стала писать сценарии, помогать с методическими рекомендациями. И Тамара Егоровна Слепцова, тогда заведующая отделом политико-воспитательной работы, приняла решение, что нужно мне остаться работать в едином научно-методическом центре. Да, я закончила Хабаровский государственный институт культуры и искусств, закончила режиссуру массовых театрализованных представлений. Те, кто приезжали из Хабаровска, это были люди, которые поехали и самостоятельно поступили. Тогда из Якутии уезжали по целевому месту ребята в Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусств в Улан-Удэ. А мы, хабаровские, вот нас несколько человек работало в едином научно-методическом центре, были люди такие самостоятельные. Сами поехали, сами поступили. Думаю, что в культуру я пришла, потому что у меня были очень хорошие преподаватели в школе. Мой завуч, наш завуч, Вера Спиридоновна, она очень занималась нами, ребятами, и мы были такие активисты, у меня был хорошо поставленный голос, я пела, и еще начиная в Маинской 8-летней школе, я всегда была ведущей. Всегда. И была прекрасная ленинская школа, и там специально готовили гидов, у каждого был свой уголок, и мы вели уроки, ленинские уроки были, и мы там занимались. Вообще, надо сказать, что Маинская 8-летняя школа и Маинская средняя школа вообще в меня, как в человека, очень много вложили. Горжусь и отношусь к своим школьным годам очень хорошо. Там я и октябренком была, и пионером была, и комсомолкой была, да. Не, я спортсменкой совсем не была. У меня плохо со зрением было, поэтому я спортсменкой особо не была, но вот агитбригады, там, походы, это все, конечно, в моей жизни, как и у всякого советского человека было. Мои родители, Михаил Алексеевич Марсанов и Евдокия Иннокентьевна Пивоварова, очень надеялись, что я и моя сестра Людмила Михайловна обязательно станем, кто-то из нас обязательно должен был стать медиком. Обязательно, потому что в моей родове не было никого, кто не имел отношения к медицине. Но так интересно сложилась наша жизнь. Моя сестра математик, она все время работает в школе, а я вот ушла в культуру. Институтская жизнь была очень интересна. Очень интересная, и начиная со 2-го курса я вошла в комитет комсомола института, хотя, надо сказать, был такой период, когда студенты из Якутии не массово учились. Вот после меня уже они ехали массово, а вот когда я училась, это был единичный случай. Но тем не менее я поступила в институт, и на 1-м курсе я была самой младшей в группе, вообще, мне кажется, на потоке. Потому что туда поступали ребята уже после среднеспециальных учебных заведений, а я поступила после школы. И поскольку в школу я пошла в 6 лет, то, конечно, и в институт я поступила 16-летней, мне 17 лет исполнилось только тогда, когда я училась на 1-м курсе.
Поэтому, ну, они не знали, как ко мне относиться. Я такая, только без бантиков, да, с косами, там, с белой рубашкой, с комсомольским значком, производила неизгладимое впечатление на своих однокурсников. Но поскольку я училась в русскоязычной школе и в русскоязычном классе, у меня все было хорошо с русским языком, я могла за себя постоять. И, ну, ко второму курсу я вес набрала, и поэтому, на самом деле, после этого ни разу, ну, как бы так не получилось, что как бы кто-то меня обижал и так далее. Этого, конечно, не было. Меня не готовили как методиста. Меня готовили, ну, как режиссера. Поэтому первый раз с методистами я столкнулась во время практики на 3-м курсе. Меня отправили, и я с удовольствием приехала в свое родное село Майя и проходила практику на 3-м курсе в районном доме культуры. В районном доме культуры не просто так, а в районном доме культуры существовал, как и во всех районных домах нашей республики, существовал методический кабинет. И в этом методическом кабинете работали 2 прекрасные, удивительные женщины, которые, как мне кажется, ну, как-то настроили меня на методическую работу. Это Марфа Васильевна Пугачева, она была заведующей кабинетом, и Афанасьева Тамара Романовна. Когда я пришла, они вдруг стали у меня требовать какие-то вещи, к которым я была не готова. Я готова была писать сценарий, я готова там была что-то писать и так далее. А они, значит, ну, как-то совершенно по-другому ставили вопрос, что надо разбирать это, что должно быть методическое понятие. То есть методисты 70-х годов, а это я проходила практику в 79-80 год, да, это в 70-х годах были очень сильные методические службы в районных домах культуры. Ну, я благодарна этой практике еще и потому, что люди, с которыми я прошла в профессиональной жизни рядом, я с ними познакомилась тогда там. Был Василий Павлович Винокуров. Он только закончил институт культуры, Кемеровский, мне кажется, приехал и начинал организовывать ансамбль «Каталог». Девушки и юноши в фойе 1-го этажа перед началом дискотеки обязательно разучивали с теми, кто пришел на танцы, бальные танцы. Они готовились к этому очень серьезно. А дискотеки проводил проходящий там практику Василий Петрович Чупров. Да, мы столкнулись с ним на практике в мае, он тоже мигинский, и практику проходил там же. И вот это люди, с которыми ну, я иду по жизни и сейчас. Мы как-то рядом друг друга поддерживаем, знаем, и я вот с особым уважением отношусь к тому, чем они занимаются. Но эта практика меня, ну, как-то, во-первых, очень сильно удивила, потому что они мне сказали, нужно написать статью, значит, о практике. Я на русском языке очень легко пишу, и поэтому на русском языке написала, значит, текст. А в мае издается газета «Ленинское знамя», и оно только на якутском языке. И вдруг мне мои кураторы говорят, а что ты на русском языке написала? Это кто переводить будет? Давай сама занимайся, переводи на якутский язык. Это была первая такая сложность. И я пришла к родителям, и помню, что я плакала и обвиняла родителей, что они меня не учили якутскому языку. Это был такой первый какой-то шок от того, что я-то себя считала очень полноценным человеком, и вдруг во время практики я поняла, что я в каких-то вопросах не могу. Это меня очень так удивило, и вот писание и чтение на якутском языке, оно стало как-то такой задачей для меня. Ну, я уехала обратно, отучилась, и в следующем году приехала на преддипломную практику уже в Якутск. И проходила я ее в едином научно-методическом центре.
И с самого начала было ясно, что это какой-то абсолютно особенный коллектив, потому что встретила меня Тамара Горно-Слепцова и Евдокия Григорьевна Соловьева, тоже очень требовательные люди, они имели высшее образование и все время работали над какими-то справками. Позже я поняла, что они готовили вопросы на коллегию Министерства культуры. Не само министерство готовило эти справки, все эти справки, значит, готовил Единый научно-методический центр. Там не инспектора это делали, как полагается в министерстве, а вот такое доверие было методистам, потому что Тамара Егоровна пришла из метод-кабинета, когда Дом народного творчества объединили в 79-80 годах, объединили Дом народного творчества с методическим кабинетом Министерства культуры, то вот, значит, появился Единый научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы. Хочу полностью назвать, потому что я пока еще не слышала в интервью, чтобы полностью называли наш Единый научно-методический центр полностью. Директором тогда работал Гаврил Григорьевич Сафронов. Но я с ним не столкнулась во время практики, он меня просто принял на практику, а работала я вот с этими великолепными людьми, которые были в метод-центре. Ну, какая-то такая странная практика у меня началась вначале. Мне сказали, мы должны отправить в 35 улусов и районов в методические кабинеты материалы. Значит, это был февраль месяц, значит, надо было... Ну, после Нового года уже готовились к 23 февраля и к 8 марта, и нужно было сценарии. А тогда сценарии не мы писали, они были единые по всей стране. Нужно было их адаптировать как бы к местным условиям, но все мероприятия проходили одинаково во всех союзных республиках Большого Советского Союза по единому сценарию, по единому. И, значит, эти материалы поступали, мы их немного перерабатывали, и, значит, на ротаторе, нанося это на восковую бумагу, были машинки Ятрань, и не каждый имел право печатать, то мы на ротаторе это все потом на краску крутили и одевали всегда черные халаты. Это большой труд был, чтобы... Например, сценарий на 30 страниц, там на 20 страниц, чтобы распечатать, нужно было обязательно это все прокрутить. Один раз крутишь, и листок проходит, один раз крутишь, и листок проходит. А ведь это надо было отправить во все 30 с лишним районов, во все эти методические кабинеты. Но мне удавалось, мне показалось, что Тамаре Егоровне понравилось, что я легко пишу сценарий на русском языке. Уже тогда появилась необходимость какие-то вещи собственные писать. Помню, что справляли День шахтера, и, значит, по всей стране сценарий не отправили, и мне пришлось написать сценарий, чтобы отправить его в Кобяйский улус и вообще отправить в те улусы, в которых шахты есть. И поскольку, значит, они очень серьезно работали по БАМу, то в Нерюнгри тоже нужно было отправлять шахтерам, угольщикам и так далее. И тогда и слов хватило, и материала хватило. Хотя на самом деле интернета не было. Не было интернета. Поэтому на самом деле ты ищешь информацию в библиотечке, ищешь информацию тогда в научной библиотеке Пушкинки и ищешь материалы, которые есть ранее высланные прошлого года и так далее, надо было их адаптировать. Вообще, как бы, я думаю, что для методистов было очень важно чтение. Чтение. Мы много читали, но учились на самом деле у людей. Когда я закончила институт, то, значит, было принято решение меня отправить в Алекминский улус. В министерстве, значит, инспектор по кадрам, госпожа Алексеева приняла решение, товарищ Алексеева приняла решение, что не учила ты вырагать деркыга лёхмяга итарга.
Такое решение было принято. Но Тамара Егоровна, она пошла в Министерство культуры и сказала, мне нужен человек, который пишет хорошо сценарий на русском языке. Просила никого иного, как Павла Васильевича Григорьева. Павел Васильевич очень мягкий, очень добрый человек. Он мог быть требовательным, но чаще всего он как-то жалел нас. Это были люди, которые пережили войну, и отношение между людьми было такое, слава богу, все живы. Принцип такой был, да? Не навредить, сделать как-то... Они продолжали заботиться о том, чтобы люди, которые моложе их, ну, как бы им меньше досталось, чем им. Эта ситуация такая была. Вообще, в целом, по республике, да и в стране, я думаю, так было. Не могу за всю страну сказать, но вот в Якутии такое отношение было людей. Меня и в школе учили люди, которые прошли через Великую Отечественную войну и так далее. Они были очень строги и требовательны. Но как-то иногда, как люди, которые прошли войну, требовательность у них была доведена вот, ну, до какого-то уровня в условиях военного времени, что называется. Это были очень честные, очень справедливые, но очень требовательные люди. Они принимали решения и от этого решения не отходили. Это очень важное качество, вот мне кажется, сейчас, когда все время надо что-то выбирать, все время надо думать, и все время надо сомневаться. Это были люди, которые, честно говоря, я думаю, в своих решениях не очень сомневались. Не очень сомневались, и поэтому очень многого достигали. Сейчас мы тратим очень много времени на сомнения. Так, не так, обижу, не обижу. Они так не думали. Они знали, что так надо для Родины, так нужно как бы для всех, и на самом деле выбирали путь, по которому шли. Когда я стала работать в метод-центре, то я хочу сказать о двух женщинах, которые... Ну, как-то мы были очень все-таки строго воспитаны, да, и когда принимали решение, у нас была строгость, это заложено, какая-то крайность даже, скажем, да, она такая была. И вот две женщины, которые повлияли на то, чтобы я понимала, насколько люди преданы своей работе, это две женщины, это Лукирия Дмитриевна Кычкина, она вот мало заслуженной была, она еще и орденоносная была, работала в Балыктахе в сельском доме культуры. И ей никак не могли построить дом культуры, и она все время говорила, Надя, орден бартын туран беремейді, только меха клубын туттун. Вот такой человек. И второй человек, который как бы понимал ситуацию, как-то был полезен для работников культуры, это Надежда Иннокентьевна Лахова. Она в Вилюйске работала в районном доме культуры директором, и она собрала вокруг себя молодежь, людей, которые моложе ее были. Она без всякого нашего влияния начала заниматься платными услугами. Денег не хватало, она хотела заработать. И вот тут вот как бы различие между культурой городской и сельской я хотела бы отметить. Все-таки Вилюйск – это город. И для них была свойственна такая городская культура. Я не знаю, сейчас это осталось ли в Вилюйске или нет, но по тем временам они очень серьезно отличались. Они всегда знали, что они городские люди. Как они одевались, как они ходили, какие они мероприятия проводили. И они считали невозможным посещать, значит, свой центр культуры, тогда районный дом культуры, без денег. Это была своеобразная культура. Позже, когда мы стали думать о том, что платные услуги необходимы всем, Надежда Иннокентьевна, которая имела изначально бухгалтерское образование, она на самом деле как-то очень помогла нам при внедрении этих платных услуг. Тогда очень большое значение в метод-центре имели семинары, республиканские совещания, которые мы проводили. Научно-практические конференции, они не назывались. Чаще всего это были республиканские собрания, совещания, семинары, и они были направлены на то, чтобы вот собрать людей. Интернета нет, и вещатель выходил и говорил, значит так, мы теперь будем думать о том, что нам нужно зарабатывать деньги. Это позже. А в начале все время были съезды, пленумы партии,
И нужно было людям рассказывать о том, что происходит, на что, значит, упор делается в стране и как нужно, значит, нам реализовывать эти мероприятия и так далее. К сожалению, тогда эти ротаторы и так далее, вот скоростного движения не было, и только личные встречи, эти собрания, совещания, они на самом деле давали возможность услышать новости, услышать новые течения. Вот поэтому этих собраний, совещаний было очень много. И первыми людьми, с кем мы совещались, конечно, это были заведующие отделами культуры. Мне очень повезло. Я, когда начинала работать, там была такая элита, такие зубры от культуры, это были заведующие отделом культуры. Но прежде всего надо сказать об Иване Ивановиче Кандинском. Он был заведующим отделом культуры Чурапчи. Ну, такой театральный режиссер, человек, учившийся в Москве. Он был такой очень значительной фигурой в целом для республики. И как взрослый человек он всегда мог на любом совещании задать вопрос, поставить вопрос остро и требовать решений. Это было очень важно для меня. Я понимала, что мы должны в любом случае на такие вопросы отвечать и так далее. Как бы я на это очень обращала внимание. Конечно же, мой земляк, человек, который очень много сделал для того, чтобы эстафета культуры продолжалась и так далее, это Дмитрий Дмитриевич Тихонов. Тоже один из корифеев. Продолжительное время он был заведующим отделом культуры. И тогда на самом деле это же была идеология. Этих людей не просто так назначали, они проходили через райком партии. Да. Они были идеологами. И поэтому на самом деле просто так туда людей не брали. Чаще всего туда ставили молодых мужчин, ну или там среднего возраста мужчин, которые, немножко поработав, уходили работать в аппарат райкома партии, работали секретарями по идеологии, являлись там начальниками отделов пропаганды. И поэтому на самом деле там сменяемость была очень высокая, но это были очень такие подкованные люди, имеющие как бы опыт работы предыдущей, комсомольской, там, партийной работы, советско-партийной работы. Это были не просто так люди, и если они ставили вопросы, они были в этих вопросах очень принципиальны. А совсем другой человек был Александр Владимирович Петунин. Он был заведующий отделом культуры Алдана. Он больше занимался историей. Он как-то был руководитель переходного периода. Он как бы, с одной стороны, как бы партийная номенклатура, но с другой стороны, в нем было очень много свободы. Было очень много свободы, он был поэт, он писал хорошо прозу, был журналистом, занимался КСП, клуб самодеятельной песни. И поэтому на самом деле вот от него всегда веяло чем-то новым. Но он тоже очень остро ставил вопросы, формулировал их очень хорошо. И это помогало нам, мне лично, оттачивать себя, готовиться к этим встречам, быть всегда начеку, и мне это очень нравилось. Из женщин я бы хотела сказать про Веру Спиридоновну Солдатову. Вот удивительно, но по тем временам заведующие отделом культуры в основном были мужчины, а Вера Спиридоновна, она очень отличалась. Она была такая, по образованию она из культуры, пожалуй, одна из первых, имеющая профессиональное образование, которая была заведующей отделом культуры, хотя Дмитрий Дмитриевич Тихонов, конечно, тоже имел образование культуры, но вот Вера Спиридоновна, она очень отличалась тем, что она тем, как она ставила вопросы. Вот это поколение стариков, переходящих из 70-х в 80-е годы. Потом, конечно, были другие заведующие отделом, очень яркие, очень, ну, как бы, имеющие такие же характерные привычки, значит, натуру, как те люди, о которых я говорю. Но вот те люди, которых я вспомнила, это были люди, которые формировали во мне желание много знать, развиваться.
потому что вопросы, которые они задавали, они всегда были такие немножко с каверзой. Я всегда знаю, что человек, задающий вопрос, всегда знает ответ, но он хочет проверить того, кому задают вопрос. Я это запомнила. Это наука мне на всю оставшуюся жизнь, чем я на самом деле и занималась, конечно. Мои дорогие коллеги, которые заведующие отделами культуры, которые при формировании новых подходов к методической работе в клубе сделали как-то много, да? Вот это удивительно, но я хочу сказать про Марию Николаевну Габышеву. Она была секретарем по идеологии в Намском районе, потом была директором районной центральной библиотеки. И когда было принято решение, что появится первое РОМЦ, когда появится первое РОМЦ, районный организационный методический центр, который отделился от районного дома культуры, и у него была функция такая методическая. Вы представляете, когда метод-кабинет существует в районном доме культуры, эти несчастные люди, с одной стороны, занимаются методикой, статистикой, отчетами, да? А в дневное время, а в вечернее время они должны были обязательно проводить мероприятия. Невозможно было это как-то совмещать. И вот первые шаги, которые сделаны в этом плане, чтобы методическая служба в районах развилась, это было, конечно же, отделение методической службы от районного дома культуры. Первыми на это решились намцы. И в этом отношении Иван Васильевич Колмогоров, он тогда был заведующий отделом культуры, он, как мне кажется, он сделал прорывный шаг. Это были люди, которые на самом деле пришли заниматься культурой серьезно. О нем пока никто не говорит, но я хочу напомнить о человеке, который на самом деле сделал такие серьезные шаги. Он был молодой парень и на самом деле очень решительные вещи делал. Следующий человек, который как-то в нас поверил и решил этим серьезно заниматься, увлекся, это был Александр Дмитриевич Тайтонов, Верхневилюйский. Он очень много спорил. Он очень много заставлял нас думать. И меня, и Семена Васильевича Хон, потому что мы вот как-то с ним занимались методической частью. Это было очень как-то очень по-серьезному, потому что, в отличие от меня, Семен Васильевич Хон, о котором я все время буду говорить по ходу этого интервью, это был человек, который пришел из села. Я-то, пороха не нюхавшая, пришла со студенческой скамьи, а он был человеком, который шел из низов. Мы поэтому встретились где-то на середине, и мне кажется, вот решения, которые мы принимали и так далее, они были хороши тем, что я была свободна от пут, которые связаны с тем, что ты знаешь бытовую сторону, изнанку этого дела, и я на какие-то вещи реагировала совсем по-другому. А Семен Васильевич, он наоборот был изнутри, и ему нужен был свежий воздух, поток человека, который там поток сознания льется и льется, человек что-то предлагает, вообще не понимая на самом деле конечного результата. Мы очень много ездили. Мы не могли не ездить, и было абсолютно ясно, что нужно сформировать лидеров методического движения. Вот я этим занималась постоянно. Семен Васильевич занимался этим позже, потому что он все время занят был строительством государственным. А мне надо было по одному, как золото, искать людей, которые реагируют, которые могут помочь и так далее. И вот, пожалуй, в этом отношении первый человек, который задавал очень много вопросов мне, это была Анна Петровна Лебедева, она была из Усть-Алганского улуса. Она задавала очень много вопросов, она была чистым методистом, закончила как методист, и поэтому на самом деле она меня, человека, который там из Якутска приезжает, какие-то вещи говорит, она задавала очень много вопросов. Очень важно было, что это были очень точные вопросы. И на некоторые вопросы Анна Петровна ответов не знала.
но она хотела вместе со мной как бы заниматься этими вопросами. У нее был очень сложный характер, она с кем-то ссорилась, что-то происходило и так далее. Но во всем этом была такая глубина, такой интерес. Я не встречаю сейчас людей, таких увлеченных своей профессией, которые на самом деле за небольшие деньги. Зарплата-то тогда у методистов была не очень большая, да? Но они были настолько в творческом поиске, настолько важно было им получить ответы на вопросы, что это меня прямо вот... Мне тоже было интересно. Мне интересен был процесс. Значит, позже меня один большой руководитель республики сказал: да не занимайся ты процессом, нужен конечный результат. Да? А вот мы были такое время было, когда все менялось, и нам процесс на самом деле был очень важен. Думаю, что мы такие в процессе, и сам процесс важен был, например, для нашего первого президента. Он видел, как мы формируемся, ему нужно было видеть, что мы, как меняется наше сознание, как мы поднимаемся с колен. Вот период, когда республикой руководил Михаил Ефимович, это был период, когда мы с колен вставали. Был же период, когда нам не очень удобно было говорить на своем родном языке. Значит, когда ты ездил в какие-нибудь центральные регионы, ты всегда старался, чтобы тебя не очень заметили, вдруг будут какие-то вопросы задавать и так далее. И вот, значит, 90-е годы, я так буду переходить очень такие большие шаги, конечно, я говорю, целое десятилетие пропуская будто бы, да, но 90-е годы, то, к чему мы так стремились. Вот желание изменений, вот я захватила тот период, когда мы чувствовали, что грядут очень большие изменения, и мы опережали время. Семен Васильевич очень часто говорит о том, что мы опережали время. Мы действительно опережали время, потому что мы чувствовали, мы хотели, мы меняли, переставляли, много думали. И еще не наступило время, еще Советский Союз не развалился, но все к этому семимильными шагами шло. И мы здесь, находясь на краю Айкумены, как говорил товарищ Силин, да, начальник, заведующий отделом культуры Нижнеколымского улуса, мы на самом деле, находясь на краю Айкумены, очень чувствовали время. Очень чувствовали время и понимали, что на самом деле эти перемены грядут. Вот. И готовились к этому, можно сказать. Вот люди, работавшие в едином научно-методическом центре, которые как-то влияли на меня и формировали меня как методиста, это были не только взрослые люди, о которых я говорю, это были методисты, которые как-то закончили Хабаровский институт, я очень на них ориентировалась. Так, значит, прежде всего Елена Стручкова. Она пришла на год раньше меня, по-моему, да, и работала в орготделе. Организационно-методический отдел, туда брали только методистов. Ой, Боже, великий хон брал туда только методистов. И там была еще Евдокия Дмитриевна Готовцева, Дуся. Очень такие люди, которые всегда меня осаживали. Но я же моложе их. Я там куда-нибудь улечу и так далее. Они они все время как-то меня осаживали. Вот когда было принято решение о том, что будут создаваться районные организационные методические центры, мы стали опережать другие методические службы, потому что всегда очень сильная методическая служба была у библиотекарей. Они вообще системно живущие люди, а уж методическая часть у них была очень так хорошо поставлена. Тогда, значит, молодое руководство Национальной библиотеки в лице Валентины Андреевны Самсоновой, Галины Федосьевны Ливерьевой, Ольги Ильиничны Афанасьевой, да, как-то мы с ними очень дружили. Вот мы об одном и том же говорили, выезжая, мы вместе ездили же по районам, и мы друг друга очень быстро понимали. И с нами еще ездила Надежда Семеновна Иртюкова, ее методическая служба. А Семен мне говорит, мы все время общаемся вместе, он говорит, может, нам надо объединяться?
На основе чего мы будем объединяться, говорила. Мы же всегда были последние. Мы же клубы, они же библиотеки, музеи абсолютно систематизированы. А тут мы очень прорывно стали двигаться в сторону того, что у нас методика появилась, и им было интересно. Они хотели вместе с нами, потому что мы стали работать не только внутри учреждений культуры, мы очень быстренько через заведующих отделами культуры и так далее стали выходить на райсоветы, стали как-то много и серьезно общаться впоследствии с главами администрации и так далее. И стало ясно, что мы знаем чего-то такое, что нужно объединять. Спасибо им большое, что они поверили в нашу энергию. Тогда невозможно было поверить в наш интеллект, потому что мы, в принципе, интеллектуально я не думаю, что мы были прямо гораздо быстрее их, но просто у нас энергетики хватало, свободы было достаточно. Поэтому мы как-то быстро их объединили и стали издавать журнал «Юргель». Нам нужно было обязательно найти что-нибудь такое, что нас объединяло бы, и этим объединяющим стало наличие журнала. Им нужно было тоже свою новую методику и так далее проталкивать, да, но это было сложно, без рупора. А «Юргель» – это такой журнал, который стал как бы рупором, через который, если вы сейчас возьмете и перелистаете их, вы увидите, сколько много нового и интересного мы на самом деле там проталкивали в этих методичках. Ну и, значит, хон был бы не хоном, если бы большие-большие бюллетени выпускались, такие здоровенные, на формат А2, да. Большой такой формат был, да, и значит, это было очень неудобно. Это надо было сворачивать, отправлять, конверты коричневые пихать и так далее. Это было очень сложно. Нужно было как-то перестроить сам формат и решить частоту, как часто будет это издаваться. И таким образом, на самом деле, журнал он издавался раз в квартал, а значит, газеты издавались ежемесячно. Вот в этом была очень большая сложность. Она была связана с тем, что люди писали, но писали как могли. Очень много было редакционной работы. Они-то практически это делали, но написать на бумаге было очень сложно. И поэтому то, что они писали, мы ездили по районам, собирали их опыт, сами их описывали. Из того, что описано, мне нужно было, например, да, выстроить какую-то методику, разобраться с этим. И Семен Васильевич, он был очень требовательный человек. Он требовал давай, и то есть вообще не давал возможности, ни продуху не давал. Поэтому как-то приходилось много работать, писать. Семен Васильевич тогда, вот как впоследствии он стал такой плодовитый писатель, что называется, да? А по тем временам он как-то избегал этого письма, потому что все-таки у него воспитание было якутское. Он не писал на русском языке особо сильно, не стремился к этому или боялся этого, то есть у него были какие-то комплексы, связанные с этим. Поэтому надо было писать мне. Значит, и тут надо сказать, что в метод-центре были очень сильные редакторы. Серафим Степанович Лебедкин, он же переводчик, он же писатель, он учитель русского языка для якутских школ. Прекрасно, он верхневилюйский, он прекрасно занимался переводами текстов, их оттачиванием и так далее. Он был большой молодец и как бы значительную работу делал. Кроме этого, там был Владимир Николаевич Сабуров. Он, наш зять, приехал из Хакасии, и прекрасный русский язык. У него было очень слабое зрение, сложный характер в связи с этим. Но он был шикарный, просто удивительно хороший научный редактор. У него был не только русский язык, у него было прекрасно логистически построенное мышление. С ним было очень сложно работать, он всегда сопротивлялся, не всегда все читал. Надо было писать вот такими здоровенными буквами, у него было слабое зрение. Я, кстати, научилась писать печатными буквами. Для того, чтобы у меня
тексты машинистки принимали, машинистка Людмила Ивановна могла принять работу, а могла не принять. Она обслуживала, знаете, весь метоцентр и печатала только она. И могла сказать: не буду печатать, я не понимаю, что вы пишете, а могла похвалить, прийти, поднять палец кверху и сказать: вот такой хороший текст, без ошибок, без всего. И так я весь прочитала и так далее. Это было очень важно. Вы представляете, сейчас каждый, кому не лень, тыкает на компьютере, а тогда работу огромного метоцентра, а он правда был огромный, потому что там же были отделы организационной, методической работы, культурно-просветительной работы, то есть это называлось отдел политико-воспитательной работы, наш отдел народного творчества отдел был, да? Это огромная методическая работа. Это же люди, которые должны что-то написать, и только тогда их работа выходит. Мы стояли все в очереди для того, чтобы редакторы нас пропустили, чтобы Сабуров согласованно написал свою подпись, поставил. Этого добиться было очень сложно. А ведь мы параллельно, кроме того, что занимались методической работой, у нас была очень большая инспекторская работа. Мы должны были ездить по районам, проверять работу, журналы проверять, да, и проводить тут же обучение для методистов и так далее. Это было очень серьезно. И даже отчеты, которые мы принимали, тоже очень сложно было. Потому что в период, когда отчетная кампания начиналась, жизнь замирала, никто никуда не ездил, все ехали к нам, и, значит, там почти 700 клубных учреждений должны были сдать отчет. Приезжали, значит, люди из районного дома культуры. Если нам не очень нравилось, они вынуждены были привозить еще кого-то. Они сутками сдавали нам отчеты, отдельно 80 БРИК, 7 НК. Это очень сложные вещи, которые на самом деле сейчас все про 7 НК говорят: ой, как сложно, извините, 80 БРИК было, вот это надо было сдавать. Да? Это тоже была сложная конструкция. И это было, отчетный период, это такая работа. И не было, извините меня, калькуляторов. Мы же все считали на счетах. Значит, чтобы пройти через Захарова, Прокопия, Афанасьевича, у каждого был курируемый УЛУС. И если ты сдаешь эти отчеты, ты вместе с ними убираешь, вместе с ними оживаешь, потому что на самом деле, если цифры не сходились, то Прокопий Афанасьевич мог заставить нас сидеть. Люди сидели часами, сами сдавали, потом с кураторами сдавали, потом не могли сдать, кроме статистической части, ведь еще были письменные отчеты, текстовые, которые надо было на самом деле писать и так далее. Это было очень сложно, но это было так интересно. Я очень жалею и думаю о том, где сохранились вот все эти архивы. Где они? Эти шикарные отчеты, в которых были написаны все выступающие, там все концертные номера и так далее. Это было очень интересно. Я вот очень жалею, это была такая титанический труд такой был. Когда из РОМЦ мы начали создавать РАМО, это уже были методические объединения. Вот там мы уже вовсю дружили и с библиотекарями, и с клубами, и РАМО, районное объединенное методическое объединение, да, оно называлось организационное методическое объединение, но на самом деле уже включало в себя и библиотечную работу, и музейную работу, и на самом деле действовало, маховик такой был серьезный. Все это происходило в районах, и на самом деле это люди, которые как-то начали серьезно заниматься. Методика, она уже была возведена в науку. Уже была возведена в науку. В 1992 году, когда единого научно-методического центра не стало, я уже ушла из метоцентра, ушла я по приглашению в министерство, пришла туда работать специалистом, и 19 лет параллельно, как развивалась ИМЦ и так далее, да, потому что на самом деле мы стали говорить с Семеном Васильевичем, вот когда появились РАМО, когда РУМЦ появились, они стали, просили по-прежнему, чтобы мы отправляли сценарии и так далее, и я стала говорить, а в чем дело? Они закончили такие же учебные заведения, как мы, почему мы за них должны писать? И вот появление ИМЦ на самом деле связано с тем, что информации стало очень много. Человек должен был разбираться. Если мы начинали, и не была нехватка вообще информации,
то когда появились ИМЦ, этой информации стало очень много. И возникла другая проблема, как систематизировать эти знания, как выстроить эту информацию. Вот это стало важнее всего, наверное. И тогда, ведь на самом деле люди говорят, что социологи появились только в то время, как, ну, там, нулевые годы и так далее. Хочу тех, кто не знает, обратиться к ним и сказать, что когда я работала в Едином научно-методическом центре, там социологи уже были. Вопрос только заключался, что это за люди, социологи, чем они занимаются. Но они уже были. И на самом деле они изучали ситуацию. Особенно вот переходный период, когда разваливалась страна, то очень важно было знать, что происходит в обществе и так далее. И социологи на самом деле очень неплохо работали. И тогда не домысли, не то, что ты додумал и так далее. Тогда очень важно было, чтобы это было все прежде всего, ну, как бы продумано и сделано хорошо. Поэтому в точностях социологии 80-х годов, я уверена, гораздо больше, чем в вопросах, которые проводятся сейчас. Тогда очень серьезный вопрос о фокус-группах и так далее. Это было очень серьезно. Это проходило через партийную систему, да? Поэтому на самом деле требования были очень серьезные к тем людям, которые социологией занимались. Но теперь я хочу сказать несколько слов о Семене Васильевиче Хон. Вот Семен Васильевич удивительный человек. Недавно я говорила, что это был человек, который все время носил одежду светлых тонов. И это вызвало так смех среди людей, да, невзирая на ситуацию, потому что он всегда был в светлом. Он был какой-то такой человек, который очень аккуратист большой и так далее. Кофеман, каких надо вот поискать. Он страшно любил кофе. И всякий раз, когда он хотел со мной поговорить, он доставал кофе и говорил: давай по кофейку. И мы, значит, могли, здоровья хватало, кучу кофе пили. Еще и курили. И поэтому на самом деле это такой вред, да, как казалось бы, да, но это все как-то творческое начало в этом заключалось. Когда шеф тебя вызывает на разговор, да, и говорит: давай попьем кофейку, это очень располагает. Это дает возможность тебе, мы, советские люди, привыкшие к субординации, к отношениям, когда начальник есть начальник, а ты все последующее, да, то вот это вот дружеское начало, это было очень характерно для ЕНМЦ в целом. Вот это удивительная вещь, да, я не работала во многих местах, честно говорю, да, мне пришлось поработать в ЕНМЦ, я на очень короткое время уходила в отдел пропаганды обкома комсомола, но вернулась обратно в ЕНМЦ, потом работала, но получилось, что в общей сложности я проработала с 1981 года по 1992 в метоцентре, 11 лет. Потом, значит, работала в Министерстве культуры почти 19 лет и отработала 9,5 лет проректором в Северо-Восточном федеральном университете. И вот на самом деле в декабре будет 3 года, как я здесь работаю ректором. Я не работала во многих местах, вот что удивительно, да? Не работала во многих местах, и поэтому на самом деле вот в сфере культуры чувствую себя вот как рыбка в воде. И вот это вот ощущение того, что это мое, оно связано с тем, что в моей жизни был метоцентр. И в этом метоцентре были люди, которые были настроены на работу, на серьезную и хорошую работу. Они очень помогали. Вот Семен Васильевич, да, он пришел, и у него была задача. Что бы мы ни делали, он хотел, чтобы от этого был результат для сельского дома культуры. Для сельского дома культуры. Я могла ограничиться уровнем района.
могла, потому что это было очень интересно. Нас было много, можно было заниматься начальниками уже управления культуры, они перестали быть заведующими, они стали начальниками, уже появились главы, администрации районов и так далее. Да? И можно было на самом деле заниматься методистами районного звена. Это было очень интересно. Учитывая, что это были методисты не только клубники, еще и библиотекари, еще и же переход был по времени. Надо было переходить на новую систему оплаты труда, надо было заниматься нормативно-правовой базой, надо было заниматься там программно-проектным развитием и так далее. Это очень интересно. Но Семен Васильевич, у него вот сверхзадача была. Он хотел помочь сельскому дому культуры. И требовал этого от нас, чтобы мы были понятны людям, которые находятся в сельском доме культуры. Сам он очень путанно говорил, имею на это право, потому что мы занимались с ним этим. Да, он очень много и путанно говорил, но всегда в этом была содержательная часть. Он не мог доносить впоследствии. Он стал великим оратором, он стал хорошим учителем. Но вначале он чего-то хотел, но не всегда мог выразить. Да? И поэтому он использовал нас, людей, которые работали в метод-центре, чтобы мы систематизировали и говорили. Это один момент. Второй момент с Семеном Васильевичем мне всегда очень нравилось то, что он вокруг себя объединяет очень разных людей. Очень разных людей. Ксенофонт Дмитриевич Уткин, корифей, человек-создатель музея в Нюрбе и так далее. Он был особенный человек. У него всегда было место под солнцем. Но Семена Васильевича он любил и почитал как своего директора. Относился к нему с пониманием и как-то очень поддерживал его. Он был новатором, наверное, Ксенофонт Дмитриевич. И вот как рыбак рыбака, они друг друга нашли и как-то очень хорошо работали. Но Ксенофонт Дмитриевич, он был настолько увлечен как бы этнографической частью, национальной культурой, да, то на самом деле, когда возникла ситуация создания музея Варгана, то это происходило очень быстро, и надо сказать, что Ксенофонт Дмитриевич к этому приложил очень много усилий, и Семен Васильевич умница большая, он очень чувствовал, что где вот обязательно она растет, да, и вот это желание создания Тюмеля, музей Тюмель, да, коллекции. На самом деле вот как-то очень много. Это период, когда якуты свою культуру начинали, как сказать-то, по-другому оценивать. Виток в историю культуры, когда он сделан, на самом деле очень много людей. Я очень внимательно послушала выступление Надежды Семеновны, оно мне очень понравилось, оно очень содержательно, очень выстроено, хорошо, да. Но вот Ксенофонт Дмитриевич, он был вот из этой серии людей, которые задачи ставили и их выполняли. Поэтому вот, например, эта часть работы, он мне очень нравился, он приходил, разговаривал, он всегда всех любил, он был всегда настроен на позитив. И очень горжусь, что я знакома с ним. Значит, люди, которые работали вместе с нами и были абсолютно одаренными людьми. Вот Лана Юргина, Светлана Яковлевна, она на самом деле методист, конечно, но она ушла в творчество, в поэзию, она песенница, удивительный человек, удивительной какой-то душевной красоты, возможностей. Да, она такая, какая-то очень... Всегда задавала очень острые вопросы. Да. А Семен Васильевич ее подстегивал очень сильно, и она на самом деле... Мы всегда знали, что у нас есть Семен Васильевич Хон. Это дурдахака, с одной стороны, а с другой стороны... Ну вот он очень разных людей собирал. Он смог уговорить Анастасию Николаевну Варламову. По тем временам уже песни существуют, а Амалага уже вовсю поются. И он ее из Мегино-Конгасского улуса привозит. Где-то того, что называется. Да? Она приезжает и начинает работать. Это было удивительно. Потом она, как прекрасный педагог, методист, она раскрылась, конечно, да? Но начинали это они в филармонии, которую мы создали при Едином научно-методическом центре. Вот Степа Васильев из МОМа приезжает, да? Со своими всеми песнями, красиво кахтавя, красивый мужчина, прямо столько от него энергии исходит. Да? Значит, мало того, ансамбль Чорон разваливается в филармонии же.
И ансамбль «Чоран», он приходит, и на первом этаже Кирова 33 вовсю они там барабанят, там происходят репетиции, зал создают и так далее. Семен Васильевич был удивительный человек. Он уговорил Александра Джуровича Данилова, боже мой, чтобы он создал фирму «Ава». Фирма «Ава» существует до сих пор. Не все вспоминают, что Семен Васильевич к этому приложил много усилий. Потому что его, как человека, который работал в сельском клубе, очень смущало, что стоит огромное количество техники, не работающей. Да. А он хотел, чтобы мы ремонтировали. Вы представляете, он уговорил Министерство культуры, чтобы годовой запас средств, которые были на приобретение оборудования, отдали АВЭ на ремонт. На ремонт. Вы представляете? И Александр Джурович, он на самом деле очень долго не соглашался, он как-то опасался этого. Но какая фирма создана? Они поставками и так далее продолжают заниматься до сих пор. Я очень горжусь, что я к этому имею отношение и на самом деле знаю глубину истории. Семен Васильевич был неспокойный человек. Появилось такое понятие шелкография. И он хотел, чтобы мы футболки печатали. Он все время думал о том, как мы будем зарабатывать. Голова у человека. Знаешь, вот я бы никогда бы там шелкография и так далее, да? А он всем этим хотел заниматься. Он хотел заниматься, ох, и масштабы у него были, ой, невозможно же. И все это на самом деле продолжалось на фоне того, чтобы мы продолжали готовить вопросы на коллегию. Мы писали методички, мы готовили вопросы на коллегию, мы проводили вместо министерства совещания начальников управления культуры, которые впоследствии, когда я уже перешла в Министерство культуры, поставили перед министром вопрос: давайте Зайкову сделаем замминистра. Никто этого не предлагал, это заведующая делами культуры предложила. Я вот как бы все время прихожу к чему-то через, ну как бы не через то, что там кто-то хотел, да, вот, ну как бы начальство так решило. Обязательно кто-то вот в судьбу мою вмешивался и такие вопросы ставил. Например, работая в министерстве, я пришла обыкновенным специалистом, а закончила я работу в министерстве первым заместителем министра культуры. И довольно продолжительное время я была замминистра, конечно. Семен Васильевич обладал как бы чутьем ко всему к этому. Вот он как-то всегда знал, что выстрелит. Вот я просто думаю про себя, да, это то ли кровя у него такие. А на самом деле я думаю, что он очень хотел помочь клубам. Он хотел зарабатывать, да, и как-то очень стремился к этому. Поэтому, мне кажется, вот все у него получалось, и впоследствии вот эти заставить огромное количество людей заниматься тем, что многим вначале было непонятно, но ему веришь, настолько он увлечен, настолько у него горят глаза, что не попасть под его влияние, не попасть под обаяние руководителя, под его харизму, такую очень сложно, очень сложно. Вот. И, ну, не знаю, как дальше будет развиваться жизнь Республиканского дома народного творчества. Исполняется 85 лет, и я очень хотела сегодняшним рассказом напомнить людям, это целый пласт истории же, да, говоря о какой-то личности, я хотела, чтобы люди, которые будут смотреть впоследствии это, они вспомнили этот период, почувствовали его дыхание, потому что не в статистике дело, не в статистике. И, возможно, я нарушила как бы историческую линию, не стала ее придерживаться, но так я ее помню. Каждый из нас помнит свою историю так, как она есть. Поэтому я хочу пожелать нынешнему коллективу Республиканского дома народного творчества и тем, кто придет после нас, чтобы они как-то помнили, что история не начинается с того момента, как появляешься ты.
она гораздо глубже. Обязательно кто-то был до тебя, кто занимался тем же самым. И многие думают, что история начинается там. Вот я вот дивлюсь я, что называется. Да, сейчас огромное количество людей, которые, не зная истории, думают, что они первые, что они придумали это и так далее. Я глубоко уверена, что и до нас были люди, которые хотели, стремились, но помня тот период, который я знаю, я очень хотела бы, чтобы люди помнили тех, кто был до них, и ценили это, и на самом деле развивали. Очень надеюсь, что 85-летний юбилей – это такая дата, какая-то для жизни одного человека она большая, а вот когда будет 100 лет, я надеюсь, что вы делаете эти сюжеты для того, чтобы через 25 лет, когда нам непонятно, сколько лет будем мы или нет, неизвестно, но будут те, кто будут смотреть это и думать о том, чем занимались эти непонятные люди и как они там жили. Станем мы бабушками, дедушками, например, через 25 лет, я точно буду очень древней, да? Но очень хотелось бы, чтобы сегодня мое выступление, прежде всего, это желание вспомнить людей, которые нас формировали, которые нам помогали, и которые на самом деле делали историю. После нас придут люди, которые тоже будут делать историю. Будет ли она такой или нет, я не знаю, но она та, которая была до тот период, когда я работала в ЕНМЦ, она была очень-очень... Начиналась она как история одного из уголков Великого Советского Союза. Потом мы переросли период, когда надо было найти себя, лица не общее выражение, когда ты был интересен только в том случае, если ты сохраняешь свое своеобразие. Да? И очень много уже сделано за эти годы. Я очень благодарю всех, кто работал, не покладая рук, как методисты. Вот сегодняшнее мое воспоминание, например, всего для методистов, для тех людей, которые считают себя методистами. У нас в ЕНМЦ был такой разговор: я не девушка, я методистка. Да? Одна из шуток, потому что на самом деле у нас не было ни выходных, ничего, и очень часто нам говорили: ну что вы прямо, женщины так как-то себя там, я не девушка, я методистка. Это было главное решение, потому что абсолютно не важно было, ты мужчина или женщина, важно было, чтобы ты приносил пользу развитию культурно-просветительной, потом социально-культурной деятельности в Республике Саха-Якутия. Спасибо.